Усім прывітанне, гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Маша Колесникова пры мікрафоне. Сёння я вельмі радая прадставіць вам класную калабарацыю. Адказваю, таму што я толькі што паслухала, што з гэтага атрымалася. Гэта рэпер Сироп і бітбоксер Груша. Песня называецца «Бабочки». Не будзе нецэнзурнай лексікі, магчыма, вы пра гэта падумалі. Так што, паехалі. Поехали. Это мой тутовый кокон, ага, в таком, как он, одни лишь стены без окон. Зато я вне закона, я не Голиаф, не Давид. Да, я ядовит, мне надо видеть, надавить надо, видимо. Мне синие птицы, хотелось быть синицей, например. Но я всего-то был гусеницей примерной, как мои собратья ползал, перебирая монотонно лапами, а слезы капали на пол. Говорят, не стоит пытаться, дело в гравитации. Будто выстрелил кто-то, я выстроил быстро собственный шелковый кокон. Ушел в него так глубоко в эпоху ваши заботы, проблемы. Думал, мой персональный плен спасет от системы. Но проведя анализ темы, я понял мазь стены. Сняв отпечатки, сетчатки, увидел на листе. Мы запись сделали с теми, кто не был в теме с нами, прятался за снами. А крылья крепнут, только ветер знамя кокона треплет. Бабочки в баночке, засохнем за ночь и умрем. Повесят в рамочке нас на белом фоне за стеклом, чтобы радовать детишек, мамочек глаз. Но это не напрасно, мы после смерти прекрасны. Бабочки в баночке, засохнем за ночь и умрем. Повесят в рамочке нас на белом фоне за стеклом, чтобы радовать детишек, мамочек глаз. Но это не напрасно, мы после смерти прекрасны. И мотивы латина, рутина мне опротивили слезоточивые речитативы одиночества. И вот однажды среди ночи встал, дал старт, не очень стар, оставив по пути где-то там страх. Щелк, трах, разошелся шелк в прах, из трубы густой пар, я теперь ездок гран. Вот тебе пустой кадр, уберите стоп-кран. Так скажите, кто прав, кто среди кустов трав, все законы поправ. Летит оковы сбросив с крыльев, я икона номер 8. Храмы покрываю пылью, мессия вашей секты в небе синим. Мы инсекту допустимо веселиться по пути на виселицу. Достигая стадии имаго, мы устремляемся к нектарам маковым. Быть может, в этом есть предназначение, жизнь в заточении. Бабочки в баночке, засохнем за ночь и умрем. Повесят в рамочке нас на белом фоне за стеклом, чтобы радовать детишек, мамочек глаз. Но это не напрасно, мы после смерти прекрасны. Бабочки в баночке, засохнем за ночь и умрем. Повесят в рамочке нас на белом фоне за стеклом, чтобы радовать детишек, мамочек глаз. Но это не напрасно, мы после смерти прекрасны. И вот опять текут уже отчасти слезы часто. Презрела критику, должен начаться звездный час мой. Я как Нибиру на соцветие пикирую, но кто ответит, как я не заметил эти сети? Я не был к этому готов, не знал, что надо мне держаться ближе к небу, дальше от цветов. Там засада, юнаты Пинкертоны нас ловят на бутон. Одно движение с очком очко и в баночку. Вы задавитесь хоть, но я не дам вам кость. Всегда так было. Это зависимость и толерантность. Мы жесткокрылый, жест прощальный. Тебе начальник пусть снится, как бабочки отчаянно умеют перед смертью биться.
Мы бабочки в баночке, засохнем за ночь и умрем. Повесят в рамочке нас на белом фоне за стеклом, чтобы радовать детишек, мамочек глаз. Но это не напрасно, мы после смерти прекрасны. Бабочки в баночке, засохнем за ночь и умрем. Повесят в рамочке нас на белом фоне за стеклом, чтобы радовать детишек, мамочек глаз. Но это не напрасно, но это не напрасно. Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Я Маша Колесникова при микрофоне. Мы только что послухали коллаборацию, трек «Бабочки» у выкананні рэпера Сиропа и битбоксера Груши. Хлопцы, гэта круто, насамрэч. З чаго раптам вы вырашылі стварыць гэты дуэт? И я так разумею, что ён прымеркаваны да канцэрту, які адбудзецца у Биршоу 10 лютага. Да, совершенно верно. 10 февраля мы решили вот с Грушей сделать концерт. Ну, это альтернативная версия звучания моих песен. Ну, я рос на Рагамаффине, почему бы мне не показать людям свои увлечения юношеские. Вот, тем более эти песни, которые мы сделали, они будут звучать неожиданно, они будут звучать вот в таком вот формате. И, вы знаете, у них есть все права на жизнь. В таком варианте. Груша? Да. Тебе, видать, не чують. Бери микрофон. Ты можешь подойти. Бач, у нас тут технічна штука така отрималася. Окей, як тебе з Льошем? Гэта такое нечто новое. Возьми свой микрофон, коли ласка, и говорю его. Очень комфортно мне с Лешей работается. Мне нравятся тексты песен, мне нравится вообще подход ко всему этому, что мы делаем. Мы делаем в лайф-лупинг обработках эти песни. Приходите 10-го, будет интересно, услышите немножко иначе, как могут звучать эти песни, скажем так. Але я так разумею, что гэтая праграма, яна ўсё ж разлічана на больш шырокае кола слухачоў, так? І гледашоў. У плане таго, што гэта такі чылаут, гэта крыху іншая публіка, іншая аудыторыя. Ну да, конечно, публика наверняка будет другая. И подача самих текстов теперь немного другая. Если в какой-то момент мои тексты там в рэп-битах, они немного заставляли людей напрягаться, задумываться о чем-то, пытаться там услышать. Нет, здесь мы настраиваем совсем на другой лад. И даже песни, которые в другой обработке кажутся какими-то злыми и агрессивными, здесь они будут такими вот плавными, катящимися, расслабленными. Слухай, ну вось як бы ты стаў такім адкрыццём за апошні час для беларускай музыкі. Вось за апошнія паўгода, напрыклад, так? Гэта твоя эпішка ўзяла шмат праглядаў, так, шмат лайкаў, шмат каментаў. Вось як табе такі раптоўны ўздым? Вось што ты адчуваеш пры гэтым? Ничего пока все еще, в общем, все еще работает. И у меня нет времени пока на какие-то эмоции, на какой-то анализ. Потому что я по уши в работе сейчас. Я бегаю с одной репетиции на другую. Плюс работа, благодаря которой я кормлю себя и семью еще. Вот, поэтому пока не до того. В общем-то, посмотрим, как будет дальше. Але некие мэты ты для себя ставишь? Конечно. Не останавливаться, развиваться, экспериментировать. Вот один из экспериментов сейчас вот мы с Грушей делаем. Да, я вот такой вот маленький эксперимент. А, до речі, ви збираєтеся это записывать и выпускать? Посмотрим. Все залежить от запада? Просто пока только это слышали мы. Да. Ну и уже зараз и вот сегодня, да. Ну да. Тобто, коли буде фідбек, ви про це подумаєте? Да, именно так. Круто. Тады
Яшчэ раз хочу нагадаць, што госці сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё гэта рэпер Сіроп і бітбоксер Груша. Сёння прагучаў такі новы зусім трэк, калабарацыя. Трэк называецца «Бабачкі». Яго можна паслухаць яшчэ ў нашых сацыяльных сетках, на нашым сайце euradio.fm. Ну і нагадаю, што 10 лютага, гэта будзе Лёшу дзень народзінаў, я так разумею. Да, это мой день рождения. У Биршоу адбудзецца канцэрт, бясплатны канцэрт Сіропа і Грушы. Так што на ім можна будзе паслухаць яшчэ шмат сумесных трэкаў. Прыходзьце.